Кыргызские экспортеры смогут по нулевым тарифным ставкам поставлять в Евросоюз фрукты, консервы, соки, орехи, миндаль, фисташки, продовольственные товары, табачную продукцию, текстиль, одежду, в том числе кожаные изделия и ковры. Кыргызские пчеловоды уже покоряют Германию. С прошлого года пчелиный воск начали отправлять на экспорт. Мед – это не только любимое во всем мире сладость и лекарство, но и косметическое средство. Древние египтяне его использовали даже для бальзамирования тел умерших. Жители Германии применяют мед при производстве косметики и парфюмерии. В чем уникальность кыргызского продукта в рубрике «Мой бизнес». Любой мед, который у нас есть в Кыргызстане, он отличается от всех медов. Но все эти меда, они по местам медосбора. Вот это чонкиминский мед, он тоже по-своему уникальный, он сейчас в полузакристаллизованном виде. Но этот мед он признанный самым лучшим среди белых медов в мире. Когда спрашивают, какой самый хороший мед, я всегда думал, самый хороший мед – это мед, который ты сам накачал. Моя пасека, бывает на Иссыкуле, бывает в Атбашах. Но мне, конечно, белый мед, он больше всего нравится, потому что он очень легкий на вкус, он не аллергенный и приятный. Занимаюсь 12 полных лет, и если не знать пчеловодство, конечно, отрасль невозможно развивать. Новые сотрудники и старые сотрудники работают над тем, чтобы создать современную фабрику по производству, по фасовке меда. Это должно... Сейчас у нас на территории Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России нету серьезной профессиональной такой фабрики. У нас пока объем экспорта маленький, у нас производство, мы достигли в этом году 12 тысяч тонн. 12 лет назад у нас производство было порядка 1500 тонн. Сейчас знаменитый мед в мировом масштабе это манука, новозеландский мед. И этот мед у меня здесь, он находится. Я на него всегда смотрю, но это самый дорогой мед. Я его в Монголии купил. Новозеландские пчеловоды, они проделали огромную работу. Я с ними встречался, они сказали, у нас ушло 40 лет, чтобы сделать бренд этого меда. Но у нас 40 лет не ушло. Мы быстрыми темпами добились того, что наш кыргызский мед, белый мед атбашинский бренд стал, получил золото и признался самым лучшим среди белых медов во всем мире в 2013 году. Мы уже экспортируем в 20 стран мира, потому что у нас Германия, мы начали в Германию экспортировать, но это пчелиный воск начали экспортировать. Сейчас первый экспорт пошел в Малайзию. То есть мне приятно, что во всем мире начинает наш Кыргызстан узнавать через наш мед. Арабские страны мы экспортируем уже порядка 5 лет. Это Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар. Мы экспортируем, Пакистан экспортировали, в Японию экспортируем. Мы с немцами, у нас заняло, наверное, порядка 9 месяцев. Переговоры шли, и требования были, и порядок оплаты. Он отличается, потому что с арабами или с другими странами легче работать в этом отношении. Немцы работают только по аккредитиву, по букве закона. Они смотрят на страну, и 2 партии мы, экспортировали в Германию. Но немцы вроде бы с нами тоже довольны. А то, что нам требовалось для того, чтобы наш товар зашел в Европу, дополнительных каких-то не требовалось сертификатов. Те сертификаты, которые мы получали в Кыргызстане, мы их делали перевод на английский язык, но все документы мы решили на территории Кыргызской республики. На сегодняшний день пришла хорошая информация, что все тарифы для Кыргызстана сняты. Это даст нам что? Это нам даст то, что наш товар будет более конкурентоспособным на европейском рынке. То есть для нашего покупателя он станет еще дешевле. И он сможет его там на территории Кыргызстана продавать. Казахи или россияне не смогут с нами конкурировать на этом рынке, потому что у нас есть преференции в этом вопросе.